Добрый день, дорогие зрители. Мы записываем очередной подкаст. Правда, у нас студия поменялась. И сегодня с нами Даша Тирбек, Зурати Ирлан, Токати Заурбек и, к сожалению, все еще Пухаев Фалик и Тотров Руслан. Ну, мы фамилии поменяем, у нас окончание Ти тоже появится. На Пухашвили и Тотрашвили. Не дай бог, да. Вот. Всех призываем менять фамилии с окончанием на Ти. По-моему, красиво звучит. Или, как говорит один наш кударский друг, на Т. Ну, это он просто любит выделяться. Руслан, может, ты скажешь, о чем мы будем говорить сегодня? Мы будем сегодня говорить о том, что произошло в национальном телевидении Осетии и Эстон, вернее, о рекомендации для ведущих не использовать дегорский диалект и кударский говор, простите мне мою вольную трактовку, в эфире, а говорить исключительно на, как они обозначили, литературном иронском. Ирбек – это человек, который, собственно, запустил всю историю, поскольку это тот, кто отправился к руководству национального телевидения выяснять, что произошло. Я думаю, сейчас эту историю очень здорово было бы пересказать, да, для наших телезрителей. Я перед этим, Ирбек, одну ремарку для зрителей. Чтобы вы не понимали неправильно, я все-таки скажу, это не хейт национального ТВ. Все мы являемся фанатами национального ТВ. Это правда очень крутой проект, и его смотрят с большим удовольствием огромное количество людей. Все так. И поэтому вот какие-то такие изменения, они у многих отзываются в сердце с болью и непониманием. Это всего лишь обеспокоенность вокруг, правда, хорошего проекта. Я думаю, тем, кто делает национальное ТВ, это будут помнить, годами будут помнить эту историю, и надеюсь, она будет продолжаться постоянно, но для всех это большая радость, что у нас есть национальное ТВ. Вот. Чтобы не было неправильного непонимания, я скажу, да, теперь Ирбек продолжит. Ну, я повторюсь, как и на видео, после съемок программы, куда меня пригласили гостем, я поднялся к директору Кутиеву Тимуру и познакомились. И я ему задаю вопрос по поводу дегороговорящих ведущих. Ну, я говорю, слышал, что вы запретили разговаривать ведущим на дегорском языке. На что он говорит, да, это мое решение, и оно принципиальное. Я говорю, почему? На что он отвечает, якобы в Южной Осетии тоже смотрят нас, и кударцы не понимают дегорский. И поэтому он решил, что на национальном телевидении будут разговаривать ведущие только на иронском литературном языке. На вопрос о Дегорский район, Иравский район или дегорцы, которые живут в Владикавказе, по всему миру, он мне отвечает, что кударцев больше, поэтому он решил, что будут разговаривать на иронском языке. Тут я ему встречной вопрос задаю. Я говорю, а в Конституции Северной Осетии написано, что дегорские и иронские диалекты имеют равноправие. На что он мне говорит, если вам что-то не нравится, двери открыты. Ну, естественно, мне неприятно было, я хотел понять, почему именно вот так решили. На что он мне опять повторяет, что это его принципиальное решение, и он не меняет свое решение, и это устраивает вышесидящих. Вышесидящих, ну... Дословно, да, так было сказано? Это было дословно. Дословно было вот так сказано. И я тогда вышел с кабинета, вышел с телевидения и записал видеообращение, чтобы все знали, почему на национальном телевидении больше не разговаривает ведущий на дегорском языке. А можешь сказать, вот после того, как ты это видео снял, дальше что было там? Тебе поступали звонки? Видео я записал, опубликовал в Инстаграм, потом там, как бывает, другие группы взяли у себя, опубликовали, комментарии пошли, и, если честно, я не ожидал, что такой резонанс будет. Потом Макиев Зураб опубликовал у себя, потом общественные деятели обратили внимание, и потом пошли звонки уже. Начали журналисты звонить, что это на самом деле было так или как. И я всем отвечал, что это было, да, на самом деле так. Мне резонно не было врать. И какой смысл выходить с национального телевидения, подобное видео записывать, если это не было так. Но на самом деле я все сказал, как было.
Смотри, я помню сразу, что там, как организация НЭФ тоже написала письмо. Во главе с эсквайром Валерием Газаевым. Да, он написал письмо в администрацию главы, чтобы разобрали ситуации. Я тоже разговаривал с людьми, не знаю, может быть, их имеет в виду глава канала вышесидящий, и там было недоумение, да, по поводу этой ситуации. По-честному сказали так, что мы тоже что-то слышали, но, Виталик, это довольно странно. Но сейчас вот Битаров помогает Тамерлану Камболову, вот эксперимент с дегорскими классами в 4 школах. Да, я всячески приветствую этот эксперимент. Мы даже отдельное видео у себя на YouTube записали об этом. И, с одной стороны, поддержка идет дегорского диалекта, с другой стороны, такая история непонятно. Меня в этой истории возмутило, знаешь, больше всего, что я еще за неделю до, как ты видео выложил, слышал об этом, и мне сказали, что там не только дегорский диалект запретили, но и кударский говор. Да. И тут я слышу, что, оказывается, на юге мне не нравится, что идея с тем, чтобы убрать дегорский диалект с эфира, используют как повод кударцев и Южную Осетию. Наверное, надо спросить на юге Осетии. Я знаю, я много людей знаю, которые с большим удовольствием смотрят эфир Ланы Шавлоховой. Первый вопрос, который бывает, Шавлоховы дегорцы. Да, но Лана это настолько очаровательная девушка, и она так мягко, красиво говорит, что, правда, у ее передачи поклонники не только среди дегорцев и кударцев, вся Осетия с большим удовольствием смотрит ее передачи. И когда стали об этом говорить, когда вышел эфир, она разговаривала с Тамерланом Камболовым, и вот вдруг перешла на иронский. И очень было непонятно, мне как писали, Али говорит, понимаешь, говорит, всегда было так, и вдруг она переходит, и весь шар передачи как-то ломается. Зачем это произошло? Опять же, попытка оправдать кударцами нами изъятие или там вытеснение Дегорского с национального ТВ, я считаю это, я нахожу это провокацией. Может быть, это не сознательная провокация, но это провокация. Да? Потому что давайте сначала на юге Осетии выясним у людей, как они хотят смотреть. Я думаю, там будет абсолютная поддержка, чтобы на всех говорах говорили. Как сказал один мой товарищ, ластинский язык сейчас не в том положении, чтобы мы там кому-то пытались что-то навязывать. И подобная политика мне напоминает политику, немного, скажем, имперскую какую-то, да, когда, например, в Грузии вытесняют языки, да, мы сами пострадали от этого, когда астинский язык запретили в грузинских школах. Но это понятно, мы с грузинами разные народы, да, и понятно, что у них в отношении нас иллюзий нет, и, к любви друг к другу, как говорится, в государственном плане не питаем. Это все, тут мы осетины. Наоборот, я вообще считаю, что если ты плохо знаешь астинский язык и хочешь сначала учить дегорский. Потому что дегорцев меньше, давайте тогда вот эту сторону подтянем астинского. Это же мое. Если мне кто-то сейчас в Осетии скажет, что Дегорское ущелье это не мое, я буду очень возмущен. Мое. Я очень люблю туда ездить. Если кто-то мне скажет, что дегорский язык не мой, дегорский диалект, я тоже. Кто-то скажет, ксанский говор не мой, я тоже на это сильно разозлюсь. Поэтому как-то хотелось бы, чтобы эта ситуация разрешилась. И главный вопрос у нас, да, это единство. Вот Ирлан, мы сколько друг друга знаем, да? Лет 16. Да, и у нас есть один общий чат, секреты расскажу нашим зрителям. И у нас есть еще один товарищ дегорец, и когда Ирлан вместе с ним начали друг другу аудиосообщения на дегорском отправлять, да, весь чат замолкал и просто эти сообщения переслушивал. Это такой кайф был. Когда ты живешь в Москве, мало слышишь астинскую речь, и тут вот это такая красивая дегорская речь, от этого все наслаждались этим, в том числе и кударцы. Поэтому не надо нами оправдывать вот эту историю. Там оправдали, кстати, ведь не только кударцами. Прости, Алик, я понимаю, что во главе этой композиции должны быть кударцы. Я чуть-чуть подвину их на пьедестале, вернее вас. И там же еще какой был аргумент? Ты помнишь, что по всем мире, от Замбии до Италии, осетины и не только осетины смотрят эти программы, и им просто физически неудобно и больно, потому что они ни черта не поймут дегорскую речь. И вот тут мой пытливый ум начинает спотыкаться, поскольку если мы берем условно часовой эфир, в котором есть условная Лана Шавлохова с одной передачей, да. Или даже безусловная Лана Шавлохова и условный Тамерлан Камболов, 50 с лишним минут этого эфира говорить будет Тамерлан.
Да. Лана задаст несколько вопросов. То есть я к чему? Зачем ей ломать ход ей передачи? нельзя говорить на Дегорском, но ему можно как гостю. Там интересный момент, да. То есть они, когда мы начали разбираться в этой истории, оказалось, что рекомендуют. Да. А в России и в Осетии слово рекомендация мы понимаем, что оно в принципе означает запрет. Да? Не будем же мы сейчас себя тешить. Ну, условно Ну, рекомендация, давай, но да. все понимают, да. Хорошо, откуда-то же пошло это? Вот мой цензор, да, за кадром сейчас подсказывает личный, что... Да. Нет, смотрите, я... Просто откуда все это пошло? Раз- Рекомендация должна была откуда? Сейчас, вот я к этому хочу быстро подвести. Значит, абсурд в чем? Из часового эфира 50 минут профессор Камболов все равно будет говорить на Дегорском, и несчастные шведы все равно ничего не поймут, а также кударцы во Франции. Но почему нельзя ведущему? И в Нью-Джерси. И в Нью-Джерси, да, везде, где щупальца пухаевские разбросаны по всему миру. И второй момент. Мы с Аликом за эфиром мы говорили об этом. Я всегда очень сильно прошу не недооценивать простой человеческий идиотизм. Не обязательно искать конспирологию и хитроумные схемы. Да, тут вообще нет Вот никакой я о конспирологии, чем и говорю. Доказать это пока невозможно, но судя по всему, это вышло из чьей-то не шибко умной головы. Причем не централизованно, не согласованно. То есть, учитывая, как потом они начали отыгрывать, сначала сказали, вы все врете. Потом оказалось, что самое смешное, значит, директор телевидения в интервью 15-му региону все равно говорит, что ничего такого нет. Но его же продюсеры его сливают в Фейсбуке. Черным по белому пишут некий господин никому не Батиев. запрещали, только Да, у ведущим нас есть рекомендовали. рекомендация. И там еще пара сотрудников пишут. Ладно. Дело в том, что вот мне представляется, что это... Я слово провокации не очень люблю, потому что за этим сразу начинаются знаменитые третьи силы. А их здесь силы нет. Их раскачивают здесь, на по-моему, нет. Здесь просто... По-моему, третьим силам надо просто наблюдать за пределами Осетии, просто там попкорн кушая, не вмешиваясь, да, иногда вот такие ситуации. Ты говоришь о борьбе двух значит, центров сил за влияние на ТВ? Я сейчас объясню. Прежде чем откуда, на мой взгляд, Да. это взялась идея, я Да, хочу да. услышать от Ирлана, да, вот как вот носителя Дегорского, да, который и популяризатора Дегорского, его видео с гор мне писали Астин из Канады, что нас пробило на слезы, да, пожалуйста, просто выкладывайте, как он говорит. Ну, наверное, пару слов на родном языке начнем. Вводную часть. Обратимся к нашим зрителям, к нашим слушателям. Матталунов загайма фандаттай райдайма. Иристония адан кадриттарнама касуй кадриттарнама игосуй фарнавама бадзора тухцаев адзахстута. Ачбуна бафандаттай на матталунов заги тухайрадзу банди канун чедар худита бани сан канун чедар хатцакта архасун ама файнахуже авзагиздах титайджоран алкамандарахи авзагиздах фалоттар на тог нестак на зундиевой ваханахда байзадай фитталтай ама ев фитталтай ев матталтай сантастан макаттариттаруй вазарда балдарита ой майронх канта ама караджи балхачета караджана архканта ама анин вот басаттан наудзей ама канджинан валлахез. Вот сейчас Омин хочется сказать, да, отвечать. Я сейчас это все поняла. И между прочим, всё поняла. Крылья ТВ даже не то, что не запрещают, а даже и не рекомендуют. Все можно. Тут Пухаев и знамена зеленые скоро повесит. Вот, Ну так, Ирлан, это смотри, на тебя как вообще вот это, когда ты вот это услышал, какая реакция у тебя была? Ну, был такой диссонанс небольшой. Я думал, это... Ну, сначала мне казалось какое-то недоразумение. Нужно прояснить ситуацию. Ну, по правде говоря, до конца в ней еще не разобрался. Хотя прозвучали какие-то на телевидении комментарии по этому поводу, что, дескать, это ошибка. Такого решения не было. Ну, хотел бы воздержаться от каких-то резких комментариев, да, потому что я думаю, что всегда имеет место эмоциям, там, необдуманным решениям. Я думаю, все поправится.
люди примут взвешенное решение, все будет нормально в любом случае. Другого выхода нет. Я, знаешь, Нас. еще добавлю, что из-за этой всей несуразицы и нелепицы, это же не лепится. Когда на канале поняли, что немного ошиблись, да, в течение недели огромное количество передач было на Дегорском. И все дегорцы нам, говорит, подарили неделю эфира. Причем это все старые передачи были, которые снимались ранее. Это не проблема, я это приветствую. Если, не дай бог, ошиблись, то нормально признать свою ошибку, сказать, что это была несуразица, потому что, опять же, повторюсь, национальное телевидение – это шикарный, великолепный проект. И поэтому у людей так конкретно у Ирбека так это вызвало такую эмоцию, потому что он смотрит, ты же смотришь. Конечно. Лану Шавлохову вечера смотрят все. практически. Да? Это национальное ТВ, это как раз тот инструмент, который продвигает наш язык. Да? Мы можем смотреть на нашем языке. Я, например, у меня скверное знание языка. И меня еще в этой ситуации немного беспокоило то, что, хорошо, если Ирбек неправильно понял, допустим, ты неправильно понял, то позовите, поговорите с Ирбеком. В чем проблема? Никакой же проблемы нет. Да, тем более это актер Дегорского театра, да, человек, который своими усилиями также продвигает родной язык. Да, явно это не тот человек, который хочет мне вот это, Руслан правильно сказал, мне нравится эта провокация. Да, это плохое слово. У нас в Осетии люди разучились друг с другом поговорить. Поговорите, выясните. Да, это не проблема. Так вот Ирбек и поговорил, к чему это привело. Да, он поговорил, сказал, и какая-то такая ситуация. У меня вопрос к другому актеру Дегорского театра, да? Токаеву, да, Заурбеку, который и в Ирон театре актер, и в Дегорском театре актер, да? Вот это, кстати, прекрасный пример. Ты квинтэссенция национального, Заурбек, ты понял? Я буду говорить о синтезе, Да. если позволите. Добрый Делай, день всем. что хочешь, брат. Добрый вечер всем. Хочу сказать, что это ошибка, и эту ошибку допускать нельзя. Остинский язык, он нуждается в информационном пространстве. Это очень хорошо. Алик только что сказал, что мы наконец-то начали иметь свое национальное телевидение, и сейчас наша НАЦ-ТВ это, если не центр осетинского информационного пространства, то очень значимая ее часть. И убирать оттуда дегорский диалект или кударский говор, или еще какой-то говор, это огромная ошибка, как мне кажется. Где мы это все должны слышать? Как мы это все должны знать? Непонятно, если... Мне кажется, что это возврат к старому доброму ГТРК Алания, к старому советскому формату, где никаких лишних говоров и диалектов не было. С детства я там слышал только одну иронскую речь, больше никакую. Это мы советское время как раз имеем в виду, потому что уже позже как раз таки в ГТРК появились и новости на Дегорском. Но в советское время, да, исключительно иронская речь. Я про советские времена, да. Это, мне кажется, неправильно. Я когда сам поступал работать в Дегорский театр, у меня были задачи овладеть дегорским диалектом. Это была моя приоритетная задача. Я туда пришел с мыслями, что мне нужно дегорское информационное пространство. Мне нужно было его слышать, чтобы его начать учить. И я наконец-то это пространство нашел. Но, к сожалению, в дегорском информационном условном пространстве, да, скажем, в социуме каком-то, там тоже есть огромные проблемы. В общем, есть у нашего языка, все мы об этом знаем, сколько об этом говорится, что остинский язык в тяжелейшем положении, особенно дегорский диалект. Если какими-то силами, скажем, условно иронский, да, он немного в положении дискриминированном, то с дегорским диалектом положение еще хуже. Нужно понимать. И об этом нужно говорить. Если мы не будем об этом говорить, как мы будем решать эти проблемы? Проблема Остин в том, что мы абсолютно не хотим решать сами свои проблемы. Более того, мы хотим как-то оставить это все в стороне и даже не хотим об этом, мы не хотим, чтобы нам об этом напоминали.
Между этим дигорский диалект чрезвычайно архаичный, чрезвычайно красивый, чрезвычайно богатый, чрезвычайно сильный. Я за неделю заговорил на дигорском диалекте. Я думал, что у меня... Дигорский талант. Я думал, у меня реальные способности. Но это оказалось не так. Дигорский намного сложнее, он намного интереснее, он очень удивительный. Там больше дорог, там фонетика совсем другая. Он очень красивый. И я лучше узнал иронский диалект. И вот сейчас я хочу сказать самое главное, как мне кажется, корень проблемы вот этой ситуации, она в национальном образовании. Я везде о нем говорю, везде. Это единственная моя болевая точка. У меня другой темы нет. Как мне кажется, национальное образование могло бы решить вот эту проблему без всяких вот сложностей, если, конечно, к этому делу ответственно подойти. Очень большой период времени советского государства с национальными языками ничего не делалось хорошего. Более того, скажу, что с ним происходило много чего плохого. И с астинским языком тоже были огромные проблемы. К сожалению, нет национального образования. Связываю я это так. Вот если бы было в светлой Осетии будущего, как мы любим Прекрасной выражаться, Осетии будущего, да. прекрасной Осетии будущего, как вижу я, во всех школах Северной и Южной Осетии будет смешанное образование, во всех школах будут проходить как дигорский, так и иронский одновременно. Это нужно нам для того, чтобы мы были объединены и чтобы мы хорошо, во-первых, друг друга понимали. Вот если этого не будет, то будут всегда проблемы. Когда было принято, наверное, вот это решение, объясняют это так. Дигорцы понимают иронский. А вот иронцы и кударцы, дигорские, у них сложности с этим делом. Почему? Потому что во всех районах компактного расселения дигороговорящих астин образование ведь на иронском. И вот они хорошо знают этот диалект, и у них нет проблем. А вот где этого образования нет, там, естественно, проблемы. И когда вот такой человек всю жизнь растет в условной Гизеле, уезжает в Канаду и включает национальное телевидение, то, естественно, у него возникает сложность с пониманием дигорского. Это абсолютно нормально. Нам нужно решить эту проблему национального образования. Сегодня небольшие шаги к этому, совсем вот такие маленькие шажки сделаны в виде Аланской гимназии, наконец-таки. Я надеюсь, это... Извиняйте, где вообще Дигорского там нету, да, но нет. iPhone 10, он не родился iPhone 10. Мы хотим, чтобы... Короче, апгрейд проводим в Аланской гимназии, вводим дигорский. Да, Сейчас же 4 хотел. школы с дигорским изучением, возможностью изучения дигорского языка. Сейчас какие-то шаги есть. Лично я вижу это так, что, еще раз повторюсь, образование наше должно быть вот в таком виде. Я не знаю, это, наверное, более компетентные люди должны... Извини, что перебиваю, два момента хочу сказать. Вот я, кстати, заметил, Тамерлан Камбулов, да, он сейчас вот этот эксперимент проводит. И я заметил, что в отношении него сейчас в соцсетях тоже определенный хейт. Я прям вижу такие агрессивные высказывания в отношении Тамерлана Камбулова. Давай все-таки поясним, почему, чтобы это... Не, именно по дигорскому. Вот именно по дигорскому. Но мы же понимаем, что это то, что называется аргументум ad hominem, да, на латыни. Это претензия ведь не к дигорскому. Это претензия к нему за другую деятельность. Смотри, мы же понимаем с тобой. смотри, надо уметь разделять. Безусловно. Я часто не согласен с Тамерланом Камбуловым. Я много когда с ним не согласен. И мне много чего может не нравиться в его высказываниях. Но этот человек для астинского языка последние 10-15 лет делает огромную работу. И ты можешь быть не согласен с ним по политическим взглядам, по каким-то, ты можешь с ним спорить, но в вопросах компетенции астинского языка таких людей в Осетии очень мало.
И поэтому его надо всячески поддерживать, да, ну, а спорить по политическим вопросам мы с тобой можем. Послушай, поспорить. ты же понимаешь, что натура человеческая слаба. И, соответственно, почему я привел на высказывание на латыни, когда заканчивается аргументация по теме, начинается переход на личность. Условного, вернее, нет, безусловного Камболова, мы же... не любят за возденизм, за то, за это, и это автоматически, ну, Алик, такова реальность. Смотри, мы же с тобой за прекрасной сетью будущего. Мы же должны нести вам добро, дорогие зрители. Вот мы вам несем добро. Мы хотим объяснить, что... Архангел Алик. Да. Не, будьте лояльны. Я прошу всех, кто, ну, у него есть люди, которые ему лояльны. Я хочу, чтобы армия лояльных людей в отношении Тамерлана Камболова была гораздо больше. Потому что человек делает большую работу. И второй момент, насчет изучения. Я вот сейчас скажу еще. Есть такой способ изучения языка, когда ты смотришь сериал «Друзья» на английском. Ты очень плохо знаешь английский язык, но когда ты 5 или 10 сезон сериала заканчиваешь, то у тебя уровень языка серьезно поднимается. Условно парень из Гизели, который уехал в Канаду, да, есть система изучения так языка, который уехал в Канаду, если он не будет смотреть нигде передачу на Дегорском, то как он вообще узнает свой язык? Правильно. А если он смотрит передачу на Дегорском, он обучится. И в качестве примера приведу. Моя бабушка из Ксанского ущелья, из селения Адзистав. Если бы не война, да, и не пару конченых мразей во главе Грузии, которые начали уничтожать наш народ, наверное, бы моя бабушка никогда бы не оказалась во Владикавказе, потому что была война, женщины перевозили на север Осетии, на север Единой Осетии. Вот. И моя соседка там Дегорка. И вы знаете, бабушка, которая никогда не видела она их тогда, она в селении жила, да, и вот эта Дегорка села с ней, они стали разговаривать, бабушка на Ксанском, она на Дегорском, не было языковой проблемы. Я тогда понял одно, что если человек говорит, что он не знает, не понимает Дегорский, значит, он не очень хорошо владеет полностью остинским языком. Да. Вот и все. Более того, мы сказали, что дегорский диалект, он более архаичен. Если вы хотите проследить этимологию слов, узнать, как оно появилось, как развивался остинский язык, без Дегорского ты лишаешься инструментария. Это, знаете, это как картина, половину которой вырвали, и ты пытаешься по ней понять сюжет. Ты не поймешь сюжет. Да. Поэтому, когда кто-то пытается в угоду то, что люди не понимают и не знают, чуть-чуть подвинуть Дегорский, то это ударяет по нашему знанию. Мы теряем свою историю таким образом. Мы лишаемся своей истории. Потому что история, опять же, история Дегорского, дегорских обществ, да, это моя история. Моя фамилия вообще круг совершила из севера Осетии, на юг Осетии, в Турцию, в смысле, мы везде. И так большинство фамилий. Вот я этот момент хотел сказать. Не надо терять свою историю. К словам Заурбека о образовании, есть такой аргумент любопытный, да, говорят, что это все чудесно, вы предлагаете осетинский учить диалекты в школах, замечательно, но вы должны понимать, дескать, что до тех пор, пока язык не будет не просто престижным, а не будет иметь практического применения, то есть создавать конкурентное преимущество этому ученику в дальнейшей его профессиональной жизни, то все эти потуги бессмысленны. Как мне видится, лукавство это очень большое на самом деле, потому что, во-первых, я не совсем понимаю, почему мы должны говорить об изучении осетинского языка всенепременно, как о конкурентном преимуществе. Послушайте, давайте так, у нас есть иностранные языки в школах, а в некоторых по 2, которые в обязательной программе. Да. Пусть будет иронский и дегорский в обязательной. Никто не ставит цели выращивать через раз академиков, да, людей, лингвистов осетинских, но мы говорим об изучении языка. Я, может быть, сейчас буду немножечко звучать как какой-нибудь чилиец в 1973 году, да, с категоричностью. Алик любит истории про стадионы. Про стадионы, вертолеты. Да, но Руслан опять, да. Послушайте, есть ситуации, когда нужно это просто что-то, на мой взгляд, сделать обязательно. Потому что поправьте меня, мои друзья, я не очень себя представляю, как мы сейчас в одночасье можем, какие манипуляции мы можем произвести, чтобы изучение осетинского приносило видимый профит, да, человеку в его карьере. Давайте-то остановимся и скажем, раз так, то не нужно. Нет, нужно. Сделайте его... Если так, давайте все на английский перейдем сразу. Сделайте его обязательным, и все. Потому что если мы будем прятаться за
рассуждениями о непрактичности, то мы это знаем, мы прекрасно это понимаем. Что Если мы говорим о непрактичности каких-то Да. языков, давайте все переходить на давайте английский. тогда не Всё. будем, давайте переходить сразу на английский. Ну хорошо, в России русский практичен, окей. Но и то. В Москве английский Да. практичен тоже. Совершенно верно. Еще очень практичен. То есть мой посыл какой, Заурбек, Ирлан? Хочу, чтобы вы об этом поговорили. Что первостепенно, на ваш взгляд? Императив, директива, что его нужно учить, потому что это родной? Или эфемерные представления о том, давайте сначала продумаем, как сделать его практичным и престижным? Сложно. Да, Сложный вопрос. Я думаю, необходим синтез. Есть история одной актрисы Игрон-театра, у которой отец русский. И вот мама с ней с детства и с родным братом разговаривала на астинском языке. Сейчас она имеет возможность работать в Игрон-театре, играть роли. Она на первых рядах, она почти занята в каждом спектакле. И она актриса, молодая актриса, с которой считаются. То есть пользу астинский язык условно. В этом случае в Питере во времена Булоева дегорский диалект это было очень конкурентное преимущество, давайте сразу скажем. Вот. Так что примеров можно привести. Ну давайте все-таки смотри, об общих. То есть мы сейчас как раз-таки говорим, увы, да, так или иначе об исключениях. А если мы в мейнстрим перенесемся, и мы будем говорить о ситуации, когда, ну, понятное дело, что вот эта вот масса людская, да, ну, будем же прямо говорить, не извлечет никакой практической прибыли либо выгоды от изучения родного языка. Соответственно, Ирлан, что нам надо? Обязать или пытаться искать какие-то пути сделать его привлекательным, на твой взгляд? Я думаю, что это бессмысленно пытаться соревноваться с русским языком. Русский язык уже занял свою нишу в общественном сознании. Он является универсальным инструментом для построения карьеры, для каких-то, в общем, для общения, да, для работы и так далее, для учебы. То есть с этого поприща, с этой ступени астинский язык его уже не потеснит. Это мы понимаем, это реальность. Но есть сфера иррационального, духовного, идеологического. Вот. То, что делает человека человеком. Мне сложно тут даже что-то говорить. Это просто есть во мне. Есть потребность в своем языке. Есть потребность в корнях, потому что... Ирлан, где ты вырос? В Москве. Ирлан вырос в Москве и говорит по-дегорски. Я вырос во Владикавказе и очень плохо говорю по-астински. Во многом. Я вырос в селе, лучше меня разговаривать на дегорском. Ирлан сейчас должен засветиться. Это не подвиг, это нормально, я считаю, там ничего такого. К сожалению, сейчас это подвиг. Не. В этом огромном мире должны быть какие-то ориентиры, которые нас... которые как Цауга Стал у Кефа Холмса, путеводная звезда, которая нас будет все-таки держать на каком-то курсе. Мы будем понимать, что мы связаны вот с этой конкретной территорией, с этим народом, с этой историей. Это язык прежде всего. То есть это основа основ, основа миропонимания, миросозерцания. То есть это анализ самого себя. Потому что в каждом языке есть своя неповторимая энергетика, мощь. Человек себя, не знающий своего языка, он себя очень многого лишает. Многих духовных аспектов жизни. То есть это бедный человек. Да. Поэтому здесь говорить о выгоде вообще смысла нет. Нет никакой практической в наше время выгоды в астинском языке. Но хорошее средство консолидации. Да, консолидации. Но есть выгода для спасения души, что называется. Я полностью согласен со словами Ирлана, но я хочу привести пример. Сейчас передам салам алейкум моим друзьям-адыгам. Адыгэ-вэй-вэй. Да? Вот есть такой человек, Арсен Каноков. Я честно восхищаюсь этим человеком, потому что я внимательно слежу за тем, что он делает. У него сейчас грантовая программа. Если ты закончил высшее учебное заведение России,
ты говоришь, ну, знаешь иностранный язык, тебе надо там юридическая, по-моему, и IT-специальность, или экономический, или IT, ну, вот там в зависимости, какие гранты сейчас. Ты пишешь сочинение на родном языке, да, тематика, насколько я знаю, бывает разная, но это должно быть на родном, и ты объясняешь, почему именно тебя должны взять. И таким образом он, чтобы понять, Коноков, он кабардинец, но у него нет в голове кабардинец, у него есть адык, он с Адыгеей, с Абхазией, с Карачаево-Черкесией, да, он привлекает огромное количество людей и молодых ребят отправляет во все вузы. Но если ты хочешь попасть в эту программу, ты должен суметь написать на родном языке сочинение и суметь поговорить и провести собеседование на родном языке. И духовно это хорошо. Понятно, наверное, у Конокова вот это национальное духовное очень сильное чувство. И он вот создает такое. И много моих знакомых ребят, которые там подают, они, вот ведется такая работа. Да, и это очень сильно. И вот сейчас у меня такой вопрос назрел. У меня вот к актерам Дегорского театра, я вот хочу от вас, знаете, какой момент. Вот вы сколько уже в составе, работаете в Дегорском театре? 4-5 лет. Ты? 3-й год. 3-й год. 3 года, возьмем вот этот промежуток 3 года. Вот на ваш взгляд, какое количество людей ходит на ваши постановки, как много молодых, и это одни и те же люди или постоянно меняются? Мне интересно вот зрителя на Дегорском, когда бывает постановка на Дегорском. Мы как никто можем об этом говорить, потому что мы отлично знаем эту ситуацию, и о языковой ситуации мы говорим не просто так, не эфемерно как-то, а хорошо видя очень сложную ситуацию. Станиславский, он очень много времени уделял работе с детьми. Детские спектакли у него были в приоритете. Потому что это наши, это ясно и логически понятно, это наши будущие зрители. Вот у нас будущих зрителей нет. Нету, да. У нас нет. К сожалению. Я со страхом в голосе об этом говорю. Мне очень страшно вот сейчас об этом говорить. Потому что у Дегорского театра нету осетиноязычного зрителя детского. И мы вынуждены кататься с детскими спектаклями на русском языке. Они у нас есть как на Дегорском, так и на русском. Я вот не могу вспомнить, когда мы последний раз играли на Дегорском. Именно детский спектакль, да? Детский спектакль. Нет детей дегороговорящих, нет детей. А в селах? В селах чуть лучше, конечно, положение, но... Заур, я тебя перебью, давай здесь по факту скажем, что в селах многие дети разговаривают на дегорском языке, но я не побоюсь этих слов, руководитель театра почему-то, получается так, что мы только ставим на русском языке, а не на дегорском, именно детский спектакль. Мы делаем, получается, больше акцент на городские школы, садики, но мы почему-то забываем о детях, которые живут в селах. Потому что, когда мы привозим в село детский спектакль на русском языке, то, получается, мы в адрес получаем возмущение. Почему на русском языке? Мы стараемся, чтобы наши дети разговаривали на родном языке, а вы, Дегорский театр, привозите детский спектакль на русском языке. Мне кажется, это идет сверху. На русском языке они по телевизору могут посмотреть, в принципе, да. Еще одна проблема. Не только на ТВ не разрешают Дегорск, но еще и в Дегорском театре. Нет, я не согласен. Нет, проблема, конечно, проблема. Вот видите, а я сейчас продолжу, я вот почему правильно продолжу, я свою мысль. Нет, не потому, что они разрешают. В Дегорском театре разрешают, но почему-то получается так, что именно детские спектакли, мы вот последние, я там 3 года работаю, и за последние 3 года ни один детский спектакль мы на дегорском языке не поставили. Второй вопрос, на который я бы хотел сосредоточить свое внимание, не только свое, ваше тоже. Это детские сады. Все об этом говорят, что наличие национальных детских садов
оно может спасти положение. Более того, сейчас детский сад является киллером родного языка. Это на подкасте у нашего брата Мурата, блог Риханья. У него был подкаст с... Сейчас фамилию, имя, к сожалению, забуду. Это неудобно, но у него первый подкаст о языковой проблеме в Кабардино-Балкарии, где филолог сказал... Ровно об этом говорила. Да, что я, говорит, не побоюсь этого слова, детский сад можно назвать киллерами родных языков. Вот у меня вот совсем недавно родился племянник. У меня уже мысли, в какой детский сад его отдавать. Неясно, непонятно. У меня несколько соседей, они приезжие из Дигары, еще из каких-то сел. Приехали осетиноязычные дети, смотришь на детей, и глаз радуется, как они хорошо владеют родным языком. Несколько месяцев прошло, Все. мне застрелиться хочется мне. Куда делись осетиноязычные дети? Если ребенка городского отправляют в село, чтобы он научился говорить на остинском, на медигорском, то получается наоборот, дети-соседи в селе начинают разговаривать на русском. Еще одна очень важная проблема. Наш город Владикавказ никак не может стать в языковой Он не осетиноязычный культурной город, да. форме, да, остиноязычным. Ну, никак не может стать. Я не знаю, что для этого нужно. Ez автозалжинен. Ez вообще der тингзар ирона ужурен. Ма бун, ну, Да, Маурен. назитон ирона ужурен. Ez am скомулден. Ну, если бы все было так просто, Алик. Не, я сейчас не о себе причем. Ez am скомулден, ма вообще der нишинен борт ирона. Стей машку машттым. Ма сахар котон ирона. Иуцус цускай фала сахар кот. Ма наши так ez генералис иуцус и фонч минуты ирона лажурон. Фала, когда мы говорим о серьезных вещах, у меня заканчивается словарный запас, у меня и все. Теперь, Рус, извини, что перебил. И нет, я что хотел сказать. Я думаю, это, смотри, Заурбек, наш и Алик, разговор о том, что почему Владикавказ не становится доминантной осетиноязычной средой, но мне кажется, что этот поезд, в принципе, ушел. Да. И это, я сейчас даже не хочу говорить, что это плохо, по одной простой причине. Ну, Владикавказ не Магаз для того, чтобы быть средой национального языка. Ну, здесь слишком, как это было, помните, это в Нью-Йорк называли плавильным котлом, да, национальности. Здесь это очень сложно. Это действительно... Схинвал тоже не был изначально остинским городом, но он сейчас остиноязычный полностью. Схинвал это, ну, там, евреи, армяне, самый старый квартал, это еврейский квартал был. Но, знаете, у меня была какая шоковая ситуация. Когда я поступил в финансовую академию, с нами учился прекрасный парень Мойша Бенюшвили, его отец пришел, и я с его отцом, его отец учился в 6-й школе, я не помню, ну, то есть он ровесник моих там дядь, он их знает, схинвальский он. И он ко мне обратился по-остински, и я не смог с ним продолжить. И у меня там стояли чеченцы, дагестанцы, он меня при них отругал, типа, как ты по-остински не знаешь. Все дагестанцы там были в шоке. Вы, в смысле, сейчас ты с евреем на одном сейчас разговаривал? Это вообще, что сейчас было? Мне так было стыдно. Ну, так хороший человек, вот такая ситуация произошла. Поэтому насчет Владикавказа перспективы разные есть. Более того, если у меня много русских друзей во Владикавказе было, которые с большим сожалением сейчас вспоминают, что, как плохо, что я, вот для меня это сильное упущение, что я плохо знаю остинский язык, потому что мой отец русский из Комгарона, он шикарно говорил на остинском языке, и я, вот так завидовал ему этому. Это знать дополнительно второй язык, это серьезная, это прокачка твоего мозга. Так почему я и говорю, опять настаиваю на обязательном? Я, в принципе, об этом довольно давно говорю, и обязательное изучение осетинского языка, мне лично представляется единственно, может быть, подчеркиваю, здесь нужны глубокие специалисты, но действенной какой-то мерой. Потому что иначе, еще раз, Алик, да, я с тобой согласен. Мы не можем сейчас осетинский язык предлагать изучать факультативно, потому что количество людей, о которых говоришь ты, где престижная компонента это иррациональное в душе, спасибо, что оно есть, да, это какое-то количество людей. Но для прагматиков, вот тех самых,
Ну-ка, вот получите обязательно. Да, он вам не понадобится, но получите обязательное изучение. Если скажешь, что вы живете в Осетии. Знаешь, как, вот Ирлан, говоря про духовное, ну вот так случилось, что Ирлан имеет иман в сердце. Но не все имеют, понимаешь? И когда мы говорим про изучение родного языка в школах, с этим никто не спорит. И когда депутаты голосовали за добровольное изучение родных языков, многие из них в комментариях говорили: я считаю, Рамзан Кадыров правильно сказал, что если каждый чеченец, если он считает себя чеченцем, будет изучать чеченский язык. Я писал в комментариях этим депутатам и членам Совета Федерации, да, ребята, Чечня это моноэтническая республика. И Рамзан Кадыров в отношении своей республики, он прав. Второй вопрос. В какой момент Рамзан Кадыров стал специалистом, лингвистом по осетинскому языку? Да черт вас побери, возьмите, почитайте, что последняя статья на Фиджу Сойты, которую он выпустил, который написал, что если осетинский язык пропадет из школ, можно, все, он умрет. Зачем? Со всем уважением к Рамзану Кадырову, но извините, я не думаю, что он компетентен в ситуации по осетинскому языку. Чего вы на Фиджу Сойте не прочитаете, понимаешь? Алик, легко приводить в пример, ты правильно говоришь, Кадырова, когда мы видим какую-то целостность моноэтническую, да? Да. В Чечне нельзя выжить чеченский. без чеченского языка. Мы сейчас вояк оставляем в стороне, да? В Чечне нельзя, в Ингушетии нельзя выжить, это не зная республика. ингушского языка. Потом я вот закончил, когда Ирбек, да, и Заурбек, я вот один момент, я почему про театры спрашивал, это очень важная мысль была. Ирбек сказал, что ну вот как-то редко ставили постановки для детей. Да, и вот мне кажется, что это такая же история на осетинском, на национальном ТВ. Я не думаю, что это злой умысел, это самоцензура. Знаете, твоя версия, вот что да, это? Смотрите, твоя гипотеза. Моя гипотеза, что сидит новый глава национального ТВ. Я ни в коем случае не думаю, что это плохой человек, у которого злой замысел. Это, по отзывам я знаю, что это нормальный человек. Да? Я не думаю, что он хочет навредить. Но понимаете, у меня друзья работали ректорами в местных газетах небольших, да. Есть такая группа пенсионеров, очень, не пенсионеров, а людей, состарившихся, они очень активны, они безработные, они очень активны. И они пишут иногда такие-то вещи, и они вот пишут, вот у нас в Советском Союзе использовали дикторы только один говор, да, вот верните это, а то я не понимаю. И они могут, вот мы молодые не будем эти письма писать, они завалят этими письмами. Когда человек это читает и думает, исходит некоторое давление, там человек, там чуть-чуть возрастной это скажет, там. И вот происходит такое давление, человек уже думает, он уже не видит той реальной картины, потому что эти люди чуть более активны. И принимается такое решение. Опять же, я не думаю, что это делалось со злым умыслом, ни в коем случае. Это какой-то возможен, кстати. Послушайте, я Тимура Гудиева лет 20, наверное, знаю. Помню еще с конца 90-х в ГТРК. Тимур Гудиев управленец. Тимур Гудиев там ни разу не творческий человек, коим он и не должен быть, поскольку и он таким себя и не позиционировал. Да? Поэтому вполне возможно, что речь идет просто у нетворческого человека, о творческих поисках. В том числе, когда ты сказала о состарившихся, пишущих письма, я сейчас очень внезапно, цитаты великих людей, как сказал однажды в интервью Вадим Чельдиев, это не старшие, это состарившиеся. Вот, да, такое тоже было и такое в нашей жизни. Я не вижу, неправда, никакого именно злого умысла. Мне кажется, творческие метания, а давайте попробуем, может быть, так будет благозвучнее в эфире. Опять же, цель вот этого подкаста, одна цель, что, ребята, есть такая прекрасная, я ее лично не знаю, поэтому это не могут быть личные симпатии. Просто я вижу, что эта девушка делает. Ты о ком? Алане Шавлоховой. Я тут не могу объективным быть, да, поэтому она твоя близкая, а я ее в жизни не видел. Видел пару раз, но я не знаком с ней. Но я вижу, какой она эффект производит на людей. Включается вот ее передача, она начинает говорить на этом вот прекрасном, музыкальном, да, дегорском диалекте, и человек к экрану подходит, как она как вот как магия работает. И человек садится и начинает смотреть. Она так красиво. Олег, я смотрю, не понимая ни слова. Вот, понимаете? Честно, что? Пожалуйста, дайте возможность Лане Шавлоховой дальше творить эту магию. Дальше творить эту... Шавлоховой? Не, я... Знаешь, в национальном телевидении говорили так, что
дегороговорящих ведущих у нас нет. А где вы их искали? Где они их искали? Посмотрите, Дегорский театр, и сколько там актрис, актеров, которые чисто грамотно Ирбек сейчас разговаривают Заурбека продвигает. на дегорском языке. Нет, я не за себя говорю, я в общем говорю. Заурбека. Есть, возьмем Альбина Секинаева, которая сколько сделала для иронского языка, сколько сделала для дегорского языка, сколько музыки записала, сколько песен записала, и даже возьмем ее элементарный пега. Сестры Секинаевы. Пусть будет все Секина. Ну, сейчас я конкретно говорю за Альбину Секинаеву, которая проработала в ГТРК Сколько немало, лет? да, очень много, и благодаря ей очень много грамотных передач они показывали, правда их сейчас сократили. Почему ее нельзя пригласить на НАЦ-ТВ? Почему? Не, Вы сейчас только говорите, Но мы же, что Лана нет, Шаблохова. Ирбек, мы же почему мы вы пример говорите? Потому что привели это просто. пример, и я просто хочу, я вижу, как она влияет, да? Ну, это да. Да. И я поэтому, понимаешь, вот сейчас, владеет. ну, мне многие, почему Лана Шаблохова, что мне многие писали, Алик, я сижу с передачей, смотрю, как она с Камболовым говорит, и вдруг вся передача ломается, просто когда она вдруг говорит, что, извините, не в моих силах, я не могу сейчас продолжать на Дегорском, и начинает говорить на другую, зачем, говорит, это надо было сделать, понимаешь, у людей было вот, ну, реально, возможно, ну, зачем? Понимаешь? Это не есть хорошо, это неправильно. Алик, Это неправильно. важный момент, просто я думаю, что нужно об этом говорить. Я сейчас немножко алармистом побуду, ладно, с вашего позволения. Больше всего мы не хотим, и мы обещаем за этим пристально следить. Это как бы обращение сейчас к тем, кто, возможно, продолжит странные действия. Мы больше всего не хотим, чтобы какие-то репрессии, скажем так, Слушай, последовали в Руслан, отношении... если в отношении Ланы Да. Шаблохова из-за того, что, извините, тут вот не очень хорошие оппозиционные персонажи высказались хорошо, Или из-за ее диалога с Камболовым или в за эфире, идеологию, который вы все последуют видели, да? репрессии, я вам говорю, ну это может стать крест на национальном ТВ, это позор будет, это реально будет позор. И ну, я как бы я думаю, что во главе национального ТВ ну, сидят реально не адекватные люди, а не больные люди, чтобы они так поступили. Я даже представить себе такого не могу. Ну, Да? Алик, давай на всякий случай, ладно? Потому, Хорошо, я с тобой соглашусь. потому как информация, которую мы собираем, меня немножечко Я надеюсь, тревожит. что эта информация окажется неверной. Надеюсь. Вот. И когда вот ты меня хорошо поправил, почему Лана Шаблохова? Да? Давайте еще звать. Давайте Так демонстрировать. были государство. моменты до Гудиева, когда там Забиев, Эльбрус Забиев, да. Забиев, потом Каргинова работала. Им предлагали, дегорские проекты были очень хорошие, приходили и люди, которые хотели на Дегорском вещать. Так им говорили, вакансий нету. Так хорошо, чтобы Попробуй равноправие было, чтобы таких споров не получалось, чтобы телевидение Ты называется... о себе сейчас, Ирбек, рассказываешь? Нет, я вот... Нет, ну я понять Телевидение хотел, называется правда. национальное. Вот кто из вас смотрел «Мадагаскар» мультик с переводом? Я смотрел. Там пингвины, дегорцы, Ага. зебра, пингвины иронец, угарные, чесанцы, лев там кударь. Так это такой забавный национальный, получается, мультик получился. Все любили этот мультик. Ну, то есть, Вы смотрели? логично все, да. Нет, я хочу посмотреть. Теперь посмотришь, На да. самом деле, сейчас получается, для того, чтобы дети смотрели мультики на родном языке, переводят только на русский язык. А с дегорскими детьми Смотри, что делать? у меня хочется задаться вопрос, где наши великие дегорские лоббисты, да, которые пролоббируют вот это, о чем говорит сейчас Ирбек. И если это не делают дегорские лоббисты, то, пожалуйста, кударские лоббисты, пролоббируйте что-то на дегорском языке. Мне на самом Сам деле... к себе сейчас обратился. Фу, какой я лоббист, господи. Не, мне на самом деле было приятно два момента, что когда вот эта вся история случилась, большую обеспокоенность, конечно, выразили дегорцы. Но, извините меня, мне возмущенные кударцы писали. Первого, у кого там, он пошел писать письмо Битарову, чтобы этого не произошло, это Валерий Газаев. Эсквайр. Заурбек Макиев высказался по этому поводу, да, депутат Зураб Хатр. Вот. И много вот простых ребят, хинвальских, которые тоже были этим возмущены. Ну, зачем? То есть, опять же, говорить о том, что мы из-за того, что на юге Осетии смотрят и там не понимают дегорский, мы поэтому так делаем, это, ну, я скажу так, может, это не, кто-то не понимает, но это подленько немного. Ну да, прикрыться кударцами, А как понимаешь? они поймут, если не будут смотреть и слушать? Да, я думаю, Когда? я более того скажу, что я думаю, на юге Осетии в ближайшее время появятся курсы дегорского, да, дегорского диалекта в каждой школе. Потому что на юге Осетии правда хотят знать остинский язык. Причем Дегорский с Кударским, у них есть параллели довольно-таки сильные.
Братушки. В общем, нет, на самом деле, там, если посмотреть очерк астинского истории астинского языка, то есть дегуро-кударские параллели в языке, в грамматике, в оборотах речевых некоторых. Это поразительно, ну да. И, кстати, ксанский вообще очень сильно коррелируется с дегорским, то есть проблем многие уроженцы юга без труда понимают дегорский диалект, язык. И, Ирлан, вопрос такой. Многие говорят, что вот типа есть литературная норма, вот как писал Коста, и на каком языке, вот мы должны все на этом говорить на этом говоре. Так он да? тувальский. Он не... Так это не тот, о котором сейчас не говорят. тот, да. ни разу не тот. Я просто хотел, чтобы ты развенчал этот миф. Небольшой такой нудный экскурс в историю я хотел просто, может, это будет полезно. Я не специалист, но что-то где-то читал, что-то так знаю. Что такое дегорский диалект? То есть это наследник, преемник той формы аланского языка, которая была распространена на западе Алании до трагических событий XIII века, когда аланское государство фактически прекратило существование в Центральном Западном Кавказе. Вот в этих местах был распространен аланский язык, который очень тесно связан с современным дегорским диалектом. Тому есть памятники, некие артефакты, которые частично дошли до нас, частично не дошли, но они зафиксированы в исторической науке. Письменные памятники. Прежде всего, это зеленчукская надпись, зеленчукская плита, надгробная плита, интерпретированная Всеволодом Миллером. Это ясский глоссарий XV века. Это средневековая византийская работа Иоанна Цеца «Теогония», произведение. Это так называемый маргиналий к Ветхому Завету, написанный, не помню, в какой-то из католических стран. Вот везде там присутствует аланский язык. Этот аланский язык учеными, не осетинами по происхождению, интерпретируется с дегорского, связан с дегорским диалектом. Современным дегорским диалектом. То есть дегорский для нас, для всех, независимо от наших субэтнических различий диалектических, это наше общее достояние. Это наш портал, это наше окно в нашу древность, связь с ушедшими эпохами, безусловно. Он родной как для иронцев, так и для дегорцев. Фактически иронский, он был намного ближе к современному дегорскому в то время. Он же видоизменялся тоже на протяжении столетий. Иронский важно подчеркнуть и на севере, и на юге. На юге тоже иронский, да, это все вместе иронский. То есть он развивался, менялся. То есть 700-800 лет назад он был намного ближе с дегорским. Я думаю, что они все друг друга прекрасно понимали. Различий было гораздо меньше. Да, не сейчас я прекрасно понимаю. И сейчас может чуть-чуть труднее, но тем не менее. То есть это наше общее достояние, общее благо, которое надо приумножать, сохранять, развивать, наше сокровище. Вот. Касаемо Заурбек упомянул архаизм дегорского. Да, по разным источникам разные цифры приводятся. От 2500 до 3000 слов в дегорском. Некоторые источники даже большую цифру приводят, там до 5000 слов, которые есть в дегорском, но утеряны по тем или иным причинам в иронском, забыты. Это прекрасный лингвистический донор для иронского, может быть. То есть те пробелы, которые есть в иронском, их можно заполнять с помощью дегорского. Опять же, иронский может быть очень полезен для дегорского, потому что в 20 веке иронский, как на севере, так и на юге, он прошел более такой прогрессивный путь. Он был в СМИ, он был в сфере культуры, хотя на дегорском тоже богатейшая культура, но по объективным причинам просто контента меньше, да. На иронском и театр, и театральное искусство, и киноискусство, пожалуй, наверное, не так, но литература.
очень важна сфера СМИ на иронском, она все-таки, там было калькирование с русского, да, очень много вот европейские эти методы журналистики, русские, ну, вот сегодня включить можно, да, Аланию, как Иристон ТВ, да. Аланя. Это напоминает, как бы, ну, такое калькирование с русского, но это нормально, потому что это законы язык, профессии. Да, русский язык тоже это брал, эти образцы европейские, таким образом развивался. Вот иронский, он в этом плане несколько прогрессивнее, да, и он может быть полезен для Дегорского в этом плане, то есть, потому что Дегорский это не такой кладезь архаизмов, старины на протяжении столетий, десятилетий, который был в неизменном, в таком своем архаичном состоянии. Ему, может быть, немного не хватает вот этого драйва современного. Да? Ну, кстати, вот Лана Шавлохова, она очень сильно с этим справляется. То есть у нее очень богатый язык, терминология. То есть уже путь какой. Она одна, большой такой путь на ТВ проделала в этом плане. Его развитие в сфере СМИ. Еще можно дальше пойти. То есть это взаимовыгодный процесс. Два диалекта могут обогатить и вознести друг друга до небес. То есть в плане, это нужно понимать. Это нельзя проводить границу между этим как-то, а наоборот, нас нужно на фоне этого сплачивать. Твои слова да Богу в уши, как Олег, говорится. После того, о чем Ирлан сказал, мы обязаны просто напомнить, что в то самое время, когда, значит, прогрессивная часть человечества давно все поняла, добрых пару десятков лет в Осетии пылится под сукном депутатским проект закона о языке, который никак не примут. Тут нужно называть вещи своими именами. Я за этой историей слежу уже, правда, 1,5, может, десятка лет. И закон о языке не принимается. Я как сегодня помню разговоры и с людьми из профильного языкового комитета годы назад, и с депутатами не из комитета. Они боятся, может быть, вы сейчас будете улыбаться, может быть, нет. Они говорят так: если мы примем закон об осетинском языке в той редакции, в которой он предлагается, это прямая дорога, пожалуйста, не смейтесь, да, к дегорскому сепаратизму. Первое, что сделают дегорцы, если мы примем этот закон, они в конечном итоге там, да, начнут требовать создания собственной республики. То есть у человека, находящегося в состоянии более-менее здоровом, это вызывает вот такую реакцию. А депутаты, они надували щеки, они пыжились, они подальше откладывали в парламенте осетинском этот проект закона, ни в коем случае. И дальше шли вот эти классические фразы, которые мы с тобой так любим. Эти вот все южные рубежи, дестабилизация обстановки, деструктивные силы, третьи силы. И это вот карающая длань Запада, наверняка, которая заставляет дегорцев лоббировать. Если вы думаете, что я сейчас на йоту преувеличиваю, то примерно вот такую вот гнусь и ересь 20 лет люди, которые не принимают закон об осетинском языке, несут. Кстати, именно вот такая трусливая позиция чаще всего приводит к тому, чего они опасаются. А нормальная, смелая. Они же подогревают, они же отдельные горячие дегорские головы, да, которые есть в любом этносе, да, они же подогревают. Смотрите, нас унижают, нас принижают. Это те же люди, о которых ты уже сказал, которые, ничтоже сумняшися и нисколько не думая, потому что они люди функции, они люди кнопки, они голосуют за добровольное изучение, там, за пенсионную реформу. А когда речь идет о том, чтобы принять действительно закон о языке в Северной Осетии, нет, он будет 20 лет пылиться, как бы чего ни вышло. Первое, что сделают дегорцы, это тут же объявят свой этот халифат, паханат и повыш. Ирланд-то знает, о чем речь. Он сейчас здесь улыбается, на самом деле, да. Но смешного мало. Смешного мало. Я считаю, это важная тема, Алик. Руслан, я тебе скажу так. Благо, мы здесь все молодые, да. И мы же не только в себя представляем, но и наше поколение, да. Благо, среди нашего поколения, кто бы сколько ни говорил, очень много прекрасных, хороших ребят. То поколение уйдет, оно и так пылится уже, но уйдет. Придут молодые, здравые, и никаких вопросов не будет. Ты настолько оптимистично смотришь? Я очень оптимистичен. А то поколение не заражает этой инфекцией молодые умы? Скажу, ты тоже так думаешь, что заражает? В какой-то степени, да. Послушай, посмотри, нет, почему так удивляешься? Почему так удивляешься?
Смотри, Они хотят назад СССР, они хотят Сталина, они хотят эту всю красную заразу, понимаешь? Они не хотят они не хотят принимать, они не хотят принимать закон на языке. я скажу так. Это молодые люди, Алик. Не, я Твои к же этому подписчики, кстати. Я к этому серьезно не отношусь. Я вижу Егорский контрреволюционный. наше прекрасное поколение. Загай. Что скажешь? Я просто вот сейчас, Руслан, вспомнил, почему Дегорский контрреволюционным Оказался в признан. 1937 году, да? Самому интересно, да. Какие-то причины же должны были Да, быть. почему, да, запретили. То есть не просто же так. Дегорцев разговаривать. Значит, какая-то на дегорском идеологическая основа была в Дегорском, которая противоречила. Я вам скажу, знаете, в чем момент, что я просто терминисты, которые были очарованы большевистской идеей, да, к сожалению, они потом, так как и тот сам Георгий Малити, Да. они увидели к тем ужасам, которые это приводит. Да, да. И Малити, он отказывался петь. Об этом хорошо сказал Батрас Сидамон уже на нашем YouTube-канале, на нашем небольшом. Он сказал о том, что, понимаете, сейчас в авторитарном государстве мы можем, что хорошо хочешь говорить, главное не говорить против власти. Да? Тогда возникают риски. При тоталитарном режиме ты должен постоянно петь оды власти, ты должен постоянно демонстрировать лояльность этой власти. Малити отказывался это делать. Многие кирменисты отказывались это делать. Их репрессировали. И поскольку этот актив был репрессирован, этот актив именно занимался продвижением, строили школы, писали литературу. Не надо думать, что там сидели что красные люди в кабинетах сидели очень умные, разумные. Нет, они... Может, к этому можно добавить еще деятельность Алихана Кантемирова и братьев Бичераховых. Были такие персонажи. Они же как бы дегорцы по этническому происхождение. Ты считаешь, что то, что происходит сейчас условно с неприятием закона, это боязнь, это фантомные боли и воспоминания? Вот ты сейчас завернул. Нет, правда. Я не думаю. Я скажу так, что не у нас на Советском Союзе работал принцип коллективной ответственности. Пример, как высылали поволжских немцев, карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, калмыков, да. То есть работал принцип коллективной ответственности не в отношении всех народов, в отношении определенных народов. Да? Крупные народы нельзя было выслать, поэтому их не высылали. Опять же, мемуары Тимирбулата Купатиева. Да, совершенно Купатиева. верно. Кстати, рекомендую всем Совершенно читать, верно. это прекрасные мемуары. То же самое работал в отношении Дегорского. И я могу сказать, что мы сейчас на эту тему, дорогие зрители, можем очень долго говорить, да, но я уже думаю, что потихоньку стоит завершить, дабы не утомить. Да. Я бы напоследок, попросил Ирбека, Заурбека и Ирлана, поскольку они, в отличие от нехороших нас с тобой людей, да, прекрасно владеют родным языком. Нам стыдно, краска на лице сейчас. Но я бы хотел, чтобы вы завершили этот подкаст парой фраз, может, мы окончательными какими-то, что вы хотели завершить, сказать напоследок, именно на нашем родном языке, а я бы просто послушал это с большим удовольствием. Ирбек, начнем с тебя. Давайте Заура начнем. Давай, Я Заурбека. завершу. Наказар Адам Зоретан Рагон Рассолт ма Зардамаеска Авзакбал Варжета Караджи Варжета Невзаг ма Рохсма Фашева Тунджета Рохсма Цавета Ангум Невс Ладжина да Варжета Исканта Мугагма Стурнон. Амена. Ирлан. Ман фандуй мана Заурбеги дансагар хассун. Заурбек аяй иронлақан мана ханхаглақан даргавшикарая гурдай. Ама цалдаран жразма архицакута дигуронов загма ма ахицан вахан нет скутта хуамай базунун цауи мазарда мазага. Ама цубурастагмай утат забах базутта мана бера дигурон такуд надзурун цайота дзуру Заурбек на нор. Фак кудус надзорун махай кутфанду. На дау фалше Кутфанду хеота фал. зоны фалше каппа цаймеда гайвой зоне асарфат цаймеда гайвой зоне Заурбек ута фадзагида. Манадан дигурона ахуркан кубайда тун. Водай вод махе ируна взагдардан арфтаран карун байда тун дан. Ама маадани ахдау ма надани зундира хастпал цума
арфтар фатсавстан. Ома дигоронов зага хургангай. Иронов загдардан хоздар базуттун. Ма махедар куттар андар хужан карум байдаттун. Умей охан хатса гархасун ангезуй, ама дигорон, ама ирон анцамана еуцаргаши дула базури. Ама царгасан мана еунак базури хатса истахан кудна еваларвма. Ота даймагандар, алайнага даймаган армаст еунак ана дигорон, ама ана ирон авзагай цараннае. Национ ТВН дарьезно чок зарбатук, ма зарбатук дарьеунак авзаги хатса идарна фаттахцаней. Заурбек ама Ирлан кабарас хутра зуртун сама саджубани тибуни мако хаварт аварун. Андарнечи. Ма ночдер Иронавдар фандыжагын мамагышка сагатай хушарма дугурай кударма армазагай таманештам макарази канам кауга жахацаро мана хайбар сей таманештам ما كرزي وكنا خصم كرزيان أرخ كنا كنم كرزي كنا وارجم كرزي كنا ديختا كنم كرزي كنا تونم وتنا قد تقدر في دنا سوزانيش خورزين أدما روخزين أدما ما مجشك هيود إيش جنن ما بير خورزين التراف ديشم سارد ميدك ما مجشك ما في دنا زانيش خشدر منن هوي ما بليتسو سارد ميدك سما يرونادم دورة كدارما كم فندريتر كوي ود شيومي أغزينات ديشوي بالوي آخر زينات ما روح زينات ما جونن زيناتم ما مجشك ود نقطك سوا أمبولن ما. Das ist Автозарчан. Аштеки, Аушедерборен. Какая проблема? Я буквально все понимал, о чем вы говорите. Я не понимаю. Я человек. Это подкаст здорового человека. Все так. Который очень скверно знает астинский язык. Ну, я плохо знаю. Но я все прекрасно понял. Вообще никакой проблемы. Поэтому, пожалуйста, не надо использовать вот этот довод, что, оказывается, на юге плохо понимают Дегорский. Это бред какой-то. Руслан, значит, завершаю. В ближайший четверг мы все с большим удовольствием будем смотреть национальное телевидение и Лану Шавлохову, говорящую на дегорском диалекте осетинского языка. Аминь. А если нет... Лана... А после Ланы что там появятся дегорские проекты? Опять себя продвигает опять. Кардинал. Я говорю, дай Бог, чтобы так было, потому что наш язык, наш народ прекрасен в его многообразии. Мы не серая масса андроидов, которая должна быть похожа друг на друга. Мы обогащаем друг друга только за счет того, что мы разные, мы отличаемся, это наше богатство. Так сложилась история, нам повезло. Давайте это использовать. Правильно? Идеально. Спасибо, что оставались с нами. Смотрите подкасты на крыльях, смотрите Национальное ТВ обязательно. Это большое сокровище, которое у нас есть. И к руководителям еще раз обращаюсь. Будьте осторожны с этим сокровищем. Мы надеемся на вас. Пожалуйста, не обманите наши ожидания. Всего хорошего.